Молодцы, здорово. У нас в Чувашии много замечательных героев. Вот Андрей Николаевич, Андрей Григорьевич Николаев, наш космонавт. Кстати, Чувашия страна, то есть республика трех, родина трех космонавтов. Хочу подарить вот такие футболки. Ирина у нас в смысле с вами сходится. Мы, велосипедисты, знаем, что футболки очень нужны, их приходится очень часто менять. Размеры, я надеюсь, ваши. Можете, если хотите, прямо сейчас надеть. Белые футболки всегда часто меняются. Да. Почему черные не дают? Вот это, наверное, твой размер. Настя. Спасибо большое. Спасибо. Настя. К Насте вопрос есть. Настя, вот тут, когда встречали, так разговор был, что у вас есть чувашские корни. Это правильно? Немного расскажите тогда, пожалуйста. Я вообще, у меня прошлое связано с журналистикой. Когда я узнала, что к нам в Новосибирск приехал Никита, мне сказали, к нам приехал чувашский велопутешественник. И я как услышала слово чувашский, думаю, надо же, вот они, корни новосибирские оказались. Да, у меня бабушка с дедушкой, они чуваши, они из Татарстана, ну, почти на границе уже там Чувашии и Татарстана. Поэтому, да, корни у меня есть чувашские. Очень большое сожаление мое, то, что я язык не знаю чувашский, но бабушка с дедушкой, они друг с другом всегда говорили только о чувашском. Дедушка со стороны отца или со стороны матери? Со стороны матери. Со стороны матери. Сейчас еще вопрос один пришел от Александрова Валерия. Хотелось бы знать, как довелось ночевать на природе, ведь в Сибири есть волки и медведи, хотя летом они менее агрессивны. Животных я практически не видел в Сибири. То есть надо всегда, интересно же всем, как это в лесу ночевать. Вот. Мало видел, волков не видел, медведей не видел, там лоси чуть-чуть видели, там до кабана одного, но это я еще тогда в Сибири. Вот. Животные у нас в России что-то мало, их уже осталось, по-моему. Я даже не знаю, как сказать. Нет, не повезло, на самом деле животные, они не глупые существа. Нет, ты говорил, что ты с ними дружил всегда. Да, они на самом деле не будут трогать, если они чувствуют, что ты не представляешь для них опасность. А вот люди, которые представляют для них опасность, вот они их будут карать просто. А с нами все было хорошо, спокойно ночуем в лесу, в любой тайге, себя отлично чувствуем. Дорогие друзья, дорогие Никита и Настя, мы, в свою очередь, тоже хотим вас отметить. Ваш такой велоподвиг, велопробег достоин признания общественного и библиотечного. И я приглашаю на сцену директора Национальной библиотеки Чувашской Республики Светлану Михайловну Старикову. Очень приятно, конечно, что эта встреча именно в библиотеке произошла. И я думаю, что все ко мне, со мной будут согласны, мы все вас благодарим, что вы нашли силы, желание прийти именно в библиотеку. Сегодня много очень говорилось, и ничего не было сказано случайно. Все было настолько глубоко от души и от сердца. Не было каких-то задуманных речей, да? И все это как-то было настолько гармонично. Сегодня говорили о том, что пожелание вам написать книги. Поэтому я хочу подарить вам 2 сертификата на читательские билеты. Мы очень будем рады, если вы будете нашими читателями, почетными читателями. И не только, наверное, читать книги, в будущем, я уверена, на полках нашей библиотеки окажутся и ваши труды, которые будут много-много лет храниться в библиотеке, и их будут читать читатели. Очень такой скромный сертификат вам для приведения в порядок. Сегодня мы говорили о вас как о посланнике мира. Когда вы подъехали и заехали во двор библиотеки, да,
У меня была ассоциация, вот вы, ваш флаг, чувашский флаг. Когда говорили о мире и думали о том, нужно было создать символ мира, да? В 1949 году, когда прошло совсем немного времени после войны, и символом мира испанский художник Пикассо выбрал голубя. Голубя с оливковой ветвью в руках. И у меня сегодня была ассоциация, это вот тот голубь, и это та оливковая ветвь. И сегодня вот настолько и урок мира, да, мы говорили действительно о мире, и вы действительно символизировали вот этот символ мира. Поэтому хотелось от всей души пожелать вам удачи, чтобы больше людей были как бы согласны с вашими мыслями, с вашим вот таким добрым посылом, да, и на вашем примере было много людей, через которых вот эта нитка мира, она бы соединяла людей. Огромное вам спасибо, удачи во всем. А вообще еще я отметила, вы посмотрите на Никиту и Анастасию, они ведь похожи. Так И не зря, наверное, нашли друг друга. Спасибо. Никиту и Настю хочет поблагодарить и поприветствовать член Союза писателей и журналистов России, писатель Валентин Андреевич Смирнов. Добрый вечер, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Никита, ваша подруга замечательная. Он отправился в путь 17 октября 2015 года. Это был год 85-летия Чувашского государственного педагогического университета. 1 октября были торжественные мероприятия. Приехало 350 делегатов, гостей из разных стран мира, в том числе из Камбоджи, Вьетнама, Японии и Китая, которые сейчас уже посетил, объехал наш уважаемый посол мира. Я занимаюсь переводом завещания Ивана Яковлевича Яковлева на языке народов мира. Иван Яковлевич Яковлев завещание написал в 1921 году. Мы это завещание перевели, издали книгу, и все гости, делегаты из многих стран мира получили книгу. Вначале он написал на русском языке, перевел на чувашский. На английский язык впервые через 92 года перевел Платонов Вячеслав Яковлевич. 92 года, почти 100 лет. Представьте себе, не так уж много людей, талантливых людей у нашего чувашского народа, хотя мы в космосе шагаем и так далее, понимаете? А за 100 лет нашелся единственный человек, который эту работу провел, перевел с чувашского на английский. Великий путешественник Афанасий Никитин, Артур Челенгаров, Федор Конюхов. И Никита продолжает традиции этих великих путешественников. Посол мира. Да, позвольте поздравить вас, передать вам эту книгу. Это плод большого труда. Очень просто перевести работу, скажем, профессионал может перевести. Но, заканчиваю. Но не просто найти человека. Нас всего 2,5 миллиона человек в Японии, Австралии, Северной и Южной Америке и так далее, африканские страны живут чуваши. Нам нужно, чтобы был человек, чтобы полюбил Россию, изучал чуваши, полюбил чувашский язык, организовал ячейки, через культуру, спорт, и двигалась экономика нашей родной Чувашии. Например, мы вам также дарим журнал, заканчиваю. Из дома нас никто не выгонит. Это вам журнал тоже. Да, значит, это надо видеть. Это книжечка тоже, Настя. Это Вячеслав Яковлевич, это вам журнал с Московской патриархии. Значит, мы сыграли немалую роль
что в прошлом году по итогам смотра конкурса спортивного движения по Московскому патриархата Вячеслав Яковлевич получил 400 тысяч рублей для развития велосипедного спорта в Чувашии. Вот, пожалуйста, Россия православная. Ну, отвечает хорошо, отвечает умно. Прямая дорога в дипломатическую академию. Спасибо вам. Следующий слайд, пожалуйста. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить от Никиты, от всех нас за присутствие. И хочу еще раз назвать посланников мира на сегодняшнем нашем уроке открытом. Это Кирилл Лукин, «Здоровая нация». Это Никита Васильев, велопутешественник. Это Настя Сафонова, журналист. Это Ильдус Янышев, Татарстан. Это Вячеслав Яковлевич Платонов, «Солнце на спицах», и Виктор Александрович Чуганов, кинорежиссер. Большое всем спасибо. К сожалению, сейчас мы должны быстро освободить актовый зал для другого мероприятия. Мы приглашаем вас, чтобы, если у вас есть вопросы к Никите, в кабинет номер 406, это соседний кабинет для пресс-конференции и личных вопросов, а также фотосессию возле баннеров вы можете провести с Никитой прямо сейчас. Всем большущее спасибо. Да, спасибо большое. И открыточки 173 штуки обещанные. Потом.